старая истина. Мир держится на людях увлеченных, на тех, кто отдает все себя однажды выбранному делу. Об одном таком человеке наш сегодняшний рассказ. В Логинском Бурятском автономном округе нет человека, который не знает или слышал хотя бы о Стрельникове, энтузиасте краеведе, о таке природы родного Забайкалья. Более 30 лет он работает в Логинском педагогическом училище, отдавая студентам свои знания, приобщая их к тайнам природы. Не осталось, наверное, ни одного уголка в Забайкалье, где бы он не побывал со своими студентами. От вершин легендарной Хан-Лулы до седого Алтаная, от берегов Амона до Аргалейского хребта пролегли маршруты, пройденные им за эти годы. Владимир Гаврилович — человек целеустремленный, остающийся верным идеалам своей юности, пронесший любовь к природе, родному краю через всю свою жизнь. В этом году исполняется 27 лет, как прошла первая экскурсия в этом уникальном, удивительном музее. Как сейчас помнит Владимир Гаврилович, тогда, 29 октября 1976 года, в педучилище прошел областной семинар по охране природы, на котором состоялось открытие первого в области музея природы. В чем уникальность вот этого музея? Уникальность этого музея то, что вот мы на базе этого музея проводим природоохранную экологическую работу, то есть просвещение, экологически все области, самое главное. Показываем многообразие природы и показываем, что это многообразие нужно сохранить. Каждый вид, каждое растение, каждое животное, допустим, знакомиться с особо охраняемыми территориями нашей страны и нашей области, и нашего края. То есть заповедники, заказники, памятники природы, красные книги, допустим, так, по животным, по растениям, вот, минералы и другие в целом, значит, законодательные акты, карты и другие материалы. Краеведческий материал в целом, значит, такие по нашей стране. Поэтому музей является местом, где производится обучение будущих учителей начальных классов, именно в экологическом мировоззрении. То есть экологическое образование и воспитание здесь проходит широко для студентов, для учителей, для экологов, значит, для учеников. Поэтому вот через музей производится общение со многими организациями, с учеными, с музейными организациями, допустим, Забайкалья, другими территориями, с вами до Иркутском, значит, и другим регионам. Владимир Гаврилович в свои сегодняшние 60 с небольшим по-прежнему бодр, жизнерадостен. А в отношении спортивной подготовки даст фору многим 30-летним. Еще в школьные, студенческие годы Владимир с удовольствием занимался разными видами спорта. Легкой атлетикой, гимнастикой, лыжами. Молодой пеларгонский паренек сразу после окончания Читинского пединститута приехал в Логинское педагогическое училище, где ему доверили преподавание биологии, географии. Это было в далеком 1968 году. Уже живя и работая в Логинске, Владимир не оставил своих занятий спорта. Известные мастера по стрельбе из лука Нос Бабаев, Иван Маргоев приобщили молодого учителя к новому для него виду спорта. И здесь он достиг определенных успехов. Стал мастером спорта по стрельбе из лука. В 1990 году музею, созданными трудами неутомимого Стрельникова, был присвоен статус народного. Материалы этого уникального музея используются для проведения окружных, областных семинаров, конференций по экологии. Оказывается методическая, научная помощь другим учебным заведениям области. 30 лет Стрельников читает лекции в Читинском институте усовершенствования учителей, является основателем первых экологических школ в округе области. Более 30 лет мы сотрудничаем с Владимиром Гавриловичем Стрельниковым. Согласно созданию музея охраны природы, постоянно, ежегодно мы работаем, воспитываем детей в духе бережного отношения к природе. И сегодня экологическая проблема невозможно. Экологическая проблема, решение именно зависит от того, какое сознание будем формировать у подрастающего поколения.
И сегодня приоритетным направлением системы образования является экологическое образование. Владимир Гаврилович постоянно работает над созданием моделей развития школы, экологического развития личности, но сферной ориентации. И для этого эта система у нас непрерывная, начиная с детского сада, школа, СУЗы, вузы и производство. Над этим мы с ним работаем постоянно. Владимир Гаврилович за долгие годы преподавания в одном училище получил народное звание Бакши, что на бурятском языке означает «учитель». Это признание к его неустанного труда, его заслуг были в становлении будущих учителей. Сегодня его воспитанников, выпускников Агинского педучилища, можно встретить на всех уголках Забайкалья. Владимир Гаврилович очень хороший учитель, он прекрасно знает свой предмет, он очень любит природу. Самое интересное на его уроках это всегда, что у него имеются экспонаты, имеются всегда наглядные пособия. Он часто нас водит на экскурсии. В прошлом году мы, например, были на экскурсии в Метарийских озерах. Нам очень понравилось. Также Владимир Гаврилович всегда заботится о природе. Если и нас приобщают к этому. Мы надеемся, что таких учителей, как Владимир Гаврилович, будет очень много. И надеемся, что у нас проработают очень долго. В конце 2001 года в Бурятском государственном университете успешно прошла защита кандидатской диссертации «Геоэкологические основы и условия организации охраняемых природных территорий Агинского и Бурятского автономного округа». Результат – многолетней исследовательской работы Стрельникова. К этому я шел довольно давно, и на основании вот именно научных работ растительности Агинского округа мы написали с профессором Далеповой Ивановной наши многолетние исследования по видовому составу, многообразия, биоразнообразию растений округа. Вот здесь представлены эти материалы. А в моем монографии Агинской степи представлено все его природы. Тут и физико-географические материалы полностью, геологическое строение, климатические особенности почвы, водоемы, растительность и животный мир и охрана природы и особо охраняемой территории Агинского Бурятского автономного округа. Также было выпущено учебное пособие Чинская область и Агинского Бурятского автономного округа. Здесь имеется моя статья о нашем округе. Принимал участие в работе по изданию Красной книги Чинской области и Агинского Бурятского автономного округа по животному миру и по растениям. Это вот только книга вышла у нас по растениям, второй том. Потом мы сейчас располагаем довольно большим таким, научным материалом о природе, о экологических системах Агинского и Бурятского автономного округа. То есть, как будто в процессе практической и методической и научной работы постепенно мы вот так шли на издание научных фундаментальных трудов, которые посвящаются охране экологии, природы родного Забайкалья и в том числе маленького региона Агинского и Бурятского автономного округа. На этой территории располагается сейчас, мы располагаем целый комплекс особо охраняемых территорий. Национальный парк Алханай находятся заказники у нас, Дубургинский заказник, Аргалейский заказник, формируем заказник на озере Ножей, на Церикове, на Расуле, на озеро Горбунка и так далее. И эти вот памятники природы, которые были первые годы 55, а сейчас мы можем объявить уже 200 особо охраняемых природных территорий на территории округа. То есть это, в принципе, это комплексное изучение всех систем и многолетние эти наблюдения показывают их изменения и, конечно, перспективу дальнейшей работы по изучению и сохранению биоразнообразия и в целом-то особо охраняемых территорий. Ну и плюс педагогическая деятельность и научная деятельность заключается, конечно, здесь еще. То есть, в принципе, это получается, работ очень много еще предстоит по изучению и о том, чтобы передать этот многолетний, практически, научный опыт будущему поколению. Для меня он учитель. Бакша с большой буквы. Человек, который, во-первых, научил меня многому, который показал много и объяснил много суть и вообще явления
И, в общем-то, мы с ним через многое прошли, мы с ним начинали очень многие проекты, которые завершали многие проекты. И, в общем-то, я думаю, что вот Гаврилович, он неординарный человек с одной стороны, но с другой стороны, как бы такой, как бы сказать, в целом большинстве очень такой тонко чувствующий человек, вот, чувствующий окружающую среду, людей, настроение людей. И, в общем-то, он учитель, и учитель, как хороший учитель, он психолог на первом месте. Психолог, и, в общем-то, вот самое для него больное, вот самое проблемное, это непонимание окружающих его взглядов на жизнь, его каких-то меч, чаяний. И, в общем-то, знаете, вот слава Богу, что есть у него единомышленники, люди разных возрастов, молодые и старые. И, в общем-то, они как-то все равно незаметно группируются вокруг него, собираются, мы общаемся все, и в целом большинстве мы очень большие, хорошие друзья. Хочется еще раз отметить, насколько трудно совмещать активную преподавательскую деятельность, научной работой на общественных началах. Ведь это очень сложно. При плотном графике занятий, общественной работе, организовывать экспедиции, экскурсии, походы. А это проблемы с транспортом, научным оборудованием, не говоря уже о свободном времени, которого катастрофически не хватает. Кроме преподавательской научной работы, Владимир Гаврилович ведет активную общественную деятельность. Он депутат поселкового представительного органа, люди тянутся к нему, идут со своими заботами и проблемами. Скребников возглавляет комиссию по экономическому развитию муниципального образования Агинского. Также входит в поселковую комиссию по благоустройству. В этом земле живем, это наш общий дом. И об этом общем доме должны заботиться все население, где оно проживает, независимо где проживает. Или в России проживает, или в Африке, или в Америке проживает. И поэтому отсюда вот формируется гражданская позиция. Активная позиция должна быть формироваться у каждого. То есть не сидеть, не пассивно жизнь проводить, а именно активно проводить. А для этого нужно двигаться, находить полезную работу. Вот мы даже собираем, допустим, эти субботники экологические, каждый год мы их организуем, то на Ахане, то вот здесь мы по паркам, допустим, по улицам, значит, так. Это есть жизненная такая активная позиция любого человека. В окружном центре сегодня существует несколько парков, созданных трудами наших предшественников. Каждую весну школьники, студенты выходят в парки на уборку, очистку от накопившегося за долгую зиму мусора. На мой взгляд, нельзя представить эту картину без пленного разграбления в руках. Да, герой нашего фильма может призвать молодежь своим личным участием к бережному отношению к природе. Но не только этим он вносит свой вклад в сохранение родной природы. Без его активного участия не обходится ни одно обсуждение законов о природе на окружной думе. За последние несколько лет в окружной думе принято 6 законов об охране природы, о лекарственных растениях на территории округа, о развитии экологического туризма, об экологической культуре. Я знаю, что Владимир Гаврилович уже было 20 лет. Я знаю, что нужно сказать, что этому колледжу нужно только позавидовать, что здесь работает такой в высшей степени увлеченный человек. Вы знаете, мне приходилось Владимиру Гавриловичу встречаться и в неофициальной обстановке. Вот сегодня мы встречаемся в официальной обстановке. А вот в неофициальной мне несколько раз приходилось так, что как-то получилось, что мы отдыхали с ним вместе курорта. И вот знаете, всегда, где Владимир Гаврилович, там постоянно группа людей, и все: Владимир Гаврилович, посоветуйте это. И вы знаете, он проводил очень большую работу по охране природы, по знакомству с нашей природой. Постоянно проводил экскурсии, ходили в походы. И мы были даже настолько увлечены, что постоянно уже сами спрашивали: а когда мы пойдем в поход, а что мы увидим? И вы знаете, Владимир Гаврилович всегда может дать совет, какая трава, для чего она нужна, что она может, чем она может помочь человеку. И я считаю, что до тех пор, пока существуют у нас такие люди, вы знаете, все-таки можно как-то жить спокойнее. Я знаю Владимира Гавриловича более 10 лет. У меня до сих пор поражает его огромная работоспособность, оптимизм во всех жизненных ситуациях. Мы с ним не раз встречались в различных экспедициях,
походов. И он как-то сказал мне, что не мыслит свою жизнь без ежедневного познания нового. Для него природа – это источник знаний. Из нее он черпает вдохновение на активную педагогическую и общественную работу. В это целое